Там мы сняли клип Кандекан. Тут будут кадры. Познакомился с девушкой, мы сидим там в кафешке, в ресторане, неважно, как она общается с персоналом. А, да? Ну это важно. Как относишься вообще к хейту? Да, Как положительно вообще. Все. Счастья, здоровья вам, успехов. Это программа FL Studio. Я тут записываю музыку, на этом же компе делаю дизайн. Всем привет! И снова с вами я, Дарья. Сегодня у меня в гостях рэпер якутский Женя Маскила. Женя, привет! Привет, Даша. Расскажи, пожалуйста, вообще о себе вкратце, как пришел к творчеству, как музыку начал писать и в целом, как твой путь проходит. Я еще у мамы в животе был, короче. Мой папа был диджеем. Реально? Да, он диджей. Он с такой кудрявый был, с таким афро. Такой крутой, короче, диджик был на районе. Вот. А мама была, короче, этим, как хостесом, управляющим, как будто бы. Ну, она билетики подавала там по 50 рублей. Печати ставила на руки. Это в те времена, вообще 90-е. Вот. И, получается, она всех пропускала, и потом приходила к папе за пульт, они там танцевали. Получается, я в животе уже музыку А тебе слушал вообще постоянно. какая музыка нравится? Ты что слушаешь обычно сам лично ты? Все слушаю абсолютно. Очень Рок, люблю например, нет? Нравится? System of Down какой-нибудь там. Немножко типа слушаю песни, которые папа слушал. От папы как будто бы, знаешь, он мне ничего не рассказывал про музыку, не просвещал меня, кто это, что это, вообще ничего не рассказывал. Я когда вырос, сам начал изучать. Вот, а папа просто у меня музыкой занимался, ну, в плане диджеингом. Потом я вырос, он как будто бы этим не занимался. Там была большая полка у нас в доме, и там все усыпано кассетами такими. Вся музыка, короче, была. А, да, ничего себе. Да, у меня где-то есть фотография, где, короче, я лежу маленький, такой пузатик в памперсе, короче, у меня папины наушники такие, я лежу такой. Ой, интересно, Прикольно. ты уже с детства был, короче, музыкант. У меня есть фотки, где я с микрофоном так еще маленький вообще. А ты думал, если бы ты не занимался музыкой, чем бы ты занимался и кем мечтал быть в детстве? Я мечтал в детстве, наверное, когда начал взрослеть, ну, подростковый возраст, такой школьный еще. Хотел я делать еду. Поваром? Не поваром, я хотел делать, Просто короче, делать еду? я делал... Кейтеринг, нет? Или готовить? Нет, я хотел делать крутые какие-то сэндвичи, бутерброды, короче. Мне очень нравилось так, их дома делать, у меня получалось всегда вкусно, все знали, что Женя что-то придумает. Вот, и я такой, хочу открыть свою точку, когда вырос. Откроешь? Нет. А чем? Ты учишься вообще или... Нет, Ты сколько классов закончил? Я закончил 9 классов, потом отучился в техникуме 2,5 года и пошел на вышку. Отучился первый семестр, и все, что время, пока я учился, это несколько месяцев, я все общался с преподавателями, с людьми, кто уже отучился, кто где как работает, и я узнал про эту профессию и понял, что очень много лет не понадобится, чтобы вырасти вообще. Не в должность. понравилось? Но я понял, что это очень работа, очень муторная, очень долгая сидеть. Я не могу сидеть, неделю там и не могу. Ну, то есть тебе нужно больше разъезжать, что-то делать, Что-то постоянно делать, двигаться. что-то создавать Тогда по-любому. какие будешь еще профессию какую-то менять свою или будешь Не чисто знаю, музыкой не заниматься? знаю, пока посмотрим. В ближайшие несколько лет до сих пор буду музыкой заниматься, одеждой и Думаешь? так далее. Расскажи, пожалуйста, про службу. Я знаю, что ты служил. Как тебе армия? Как ты думаешь, нужно ли туда ходить вообще? О, сейчас, секунду. Можно? Подумай. Армия есть. Я в армию сходил, В каком году? 18-й год я служил. В 17-м, 23 декабря меня забрали, через год я вернулся. Получается, весь 18-й я был там. Когда Вот ты целый там год он был вообще просто офигенный. И я до сих Друзей, пор... наверное, появилось. У меня много. появился лучший друг. А, да? Лучший друг. Андрей Казаков, знаешь же? А, он что, с армией твоей, что ли? Прикол в том, что мы приехали вместе с Якутска, но мы не были знакомы. Вот как вы И и знаешь, как мы с ним познакомились? Получается, вот мы приехали, 20 человек друг другом не знакомы, и типа такая тишина, у всех стресс, из дома вырвали. Вот так вот, и что-то я такой, знаешь, типа, не могу долго молчать. Я что-то какую-то штуку, короче, там сказал, что-то пошутил, короче, там среди всех. И он единственный, короче, кто посмеялся. Я какую-то фигню сказанул, и он такой зажал, я такой, опа. Это мой лучший друг уже и, короче, все, с ним сошлись, и в итоге мы весь год
спина к спине там спали, так и умылись, и кушали, и работали, все делали, короче. А про друзей, поддерживают ли твое творчество? Как изначально они относились к этому и как поддерживали вообще в целом друзья твои? Слушай, вообще с самого начала пути как будто бы всегда вот поддерживали. Ну, они видят, что человек что-то хочет, что-то старается, что-то делать, даже пусть это будет на плохом уровне. Но сам мой порыв, типа, это как бы люди видят. Я как бы такой не могу язык за зубами держать сразу. Как Очень знаешь, быстро. да, рассказываю, показываю, делюсь, жду там фидбэк, какую-то эмоцию, и поэтому поддержки хватает до сих пор. Я один из тех людей, кому повезло с друзьями, они у меня с самого детства. Есть приобретенные, допустим, как Андрей Казак, вот, и... У тебя же целая банда, да, Ну, получается? Из скольки вас там вообще же много? Ну, очень много очень хороших знакомых, приятелей, есть товарищи, которым я доверяю, но мы не видимся каждый день, не общаемся каждый день. Есть вот близкие друзья, с кем я постоянно рядом. Вот, но все равно мы растем, у кого-то семьи, дети, и так потихонечку, но все равно все на связи, также все крепко спустя даже время. Посвящала ли ты песни друзьям так скрытно как-нибудь? Ну, да, у меня есть трек, который он вышел, трек называется «Пламя». Что-то такое настроение было плохое, что-то мы там с друзьями, как будто бы что-то не поделили, там какое-то недопонимание было, и я что-то так загнался. Сколько мне лет, 19, наверное, тогда было, 20, и я написал эту песню, такую, посвященную, типа, вот друзьям, типа. А потом Как оценили? Они вообще ноль эмоций, типа, не вот вообще ноль, типа, никто ничего не говорил. А потом спустя время, может, месяц-два прошло, я говорю, вообще, типа, вы слышали, типа, я же к вам обращался. Такие, да, мы слышали, мы просто там. Они так короче. на лайте просто Ну, относятся. типа, да, уже привыкли, что-то Жека выпускает. Так, расскажи, пожалуйста, про свою мечту, к чему стремишься, о чем мечтаешь? Я мечтаю и поставил себе цель не потерять, не потерять себя и не прожить жизнь впустую, короче. А собираешься ли ты переезжать вообще в другой город? В Как будущем? пойдет, но мне кажется, я сюда всегда вернусь вообще. Не Твоя знаю. родина же. Родина, мама, тут все сестры. У меня 3 сестры, 2 племянника. Это вообще огромная семья просто. Ну, как-то... Я даже когда уезжал, вот, их не хватало, как будто бы, вот, знаешь, вот с мамой там прям чуть-чуть началось. Кстати, про поездку. Что делал в Москве? И выступал ли ты? Ты лучше спроси, как я оказался в Москве. Это вообще... Ну или как, да, вообще, как ты там оказался, собственно. Короче, мы выпускаем трек «Кандыкан». Проходит несколько месяцев, нас зовут в Сочи выступать. И у нас готовился еще один трек с китом. Вот, и мы начали его делать, и в процессе, получается, пока мы его делали, нам предложение в Сочи, мы типа должны лететь. И мы работали на студии, и вот мы с ними работаем на студии, и нам вот такое предложение: летите в Сочи выступать. Мы такие, да. Но нам лететь через Москву и через Москву возвращаться. Как получилось. И мы такие стоим на студии, и он мне говорит: поехали в Москву. Вот просто поехали в Москву. Я такой: поехали. Вот не подумав ни о чем. У меня тогда девушка была. А в каком году вы... Позапрошлом. В 21 году. В 21 году, да, это было. Вот, и зовет меня, и я такой: да, поехали, просто вот наобум. И что, и получается, мы приезжаем в Сочи, там выступаем, отдыхаем, и вот у нас самолет, у него до Москвы, у меня до Москвы Якутск. Мы приземляемся, я захожу в аэропорт, ну, точнее, вот с самолета в аэропорт захожу, и у меня 2 билета на руках. Один, по которому прилетел, и один Москва-Якутск. Все, домой. Билеты, Обратно. да, типа... И он такой стоит: ну что, говорит, ты остаешься? Я такой стою, реально, как это было, как в фильме. И я такой стою, и впереди вот Якутия, домой, слева все, выход в город. Я просто сминаю билет свой до Якутска и выхожу налево. И такой: что я делаю? Что я делаю? Мне Это так- было... Ты это- же знал, куда ты идешь, что ты будешь... Нет. Вообще... Это было но- наобум. Он говорит: где жить, В никуда, как где будто. жить, где спать, где кушать, все будет нормально. Типа, поехали поработаем. На месяцочек меня уговорил: если что, я тебе билет оплачу обратно домой. Целый месяц. На целый месяц, все, поехали, поживем. И я такой: блин, все, короче. Ну, я такой человек, знаешь, был, не рисковал, типа, лишний раз. Я лучше все просчитаю, кто там, что там, куда, и только потом делаю. А тут вот он появился в моей жизни, Кит, и все, и начал рисковать, короче. Я об этом вообще не жалею ни разу. И, получается, договорились на месяц, все, мы прилетаем, выходим с аэропорта, я сажусь в такси, мы едем, и такой: что я делаю? Звоню девушке, она угорает, типа, ну, что за фигня, типа, я такой: сейчас, подожди. ты ей даже не сказал, получается. Ну, она знала, что я хочу, типа, думаю об этом, но вот что я решился, это было в моменте реально. Уже в аэропорту такой звонишь, Да. я уехал. И вот мы садимся в такси, едем, я еду с портфелем в Москву жить,
на месяц. И такой еду, меня вот такой перебирает, короче, и мне звонок. Якутский номер, но незнакомый, короче. Я такой, алло, и мне говорят, алло, Евгений Сергеевич, это авиакомпания «Якутия». Я такой, да, здравствуйте. Вы с нами летите? Я говорю, сегодня не лечу. Ладно, все, добро, до свидания. Вот так вот. Ничего Я себе. вернулся через год. Через год? А, ты там год пожил? Ничего Год себе. пожил, нашел работу. Как тебе тогда Москва и что ты там делал? Супер, она мне очень понравилась, она очень комфортная и удобная, и я вот человек там вот с образованием там автомеханика, нашел крутую работу в Москва-Сити в панораме 360. Я знаю, я на верхушке вот Ты эти там вот, была, да? Я видел там фотографии, была. ты там была. Вот там я работал. Ничего себе. Я там работал на фоторетуши на «Экспресс» и администрировал фотоотдел. Ага, И как там платят, нормально? Слушай, ну супер было. Серьезно? Ну, то есть тебе хватало, там целый год, получается, прожил? Прожил, но я Очень работал много. там почти полгода работал. Я просто жил сначала, там что-то кайфовали, что-то Осваивался, наверное. осваивался, снимали клипы, что-то записывали. Мы прям там же в квартире сделали студию, все обшили в поролон и там же сделали студию. А слушай, тебя не испугало вот это московское движение вечное? Куда-то спешат, что-то делают, работают. У нас же больше лайтовый такой город, а там прям суета же такая. Да вообще меня испугало, что я в Москве оказался. Я в метро неделю я не заходил в метро один. Почему? Но я не знал, оно огромное. А Ну, как я- же- Впервые в жизни вообще в метро человек спустился, понимаешь? А, ты впервые туда спустился? Ну да, ну вот я был в А. Москве до этого, ну проездом, не был я в метро. И тут просто в метро... фу, Там же вот эти, да, ага, вообще. ветки запомнить. Я там первый Вообще. раз, по-моему, только по карте проходила. Ну да, Это и очень вот, тяжело. и типа я ждал, пока Кит освободится там, или мы вместе с ним только выйдем. И он мне еще говорит, всегда паспорт с собой носи, всегда паспорт с собой носи. Мы не типа, не славянской внешности, к нам по-любому будут ходить. Я ходил месяц с паспортом, никто в жизни не подошел. За весь год ко мне никто не подошел спросить паспорт, ну, полицейские там, да. Единственный мой контакт с полицейскими, когда я сам подошел, спросил, как пройти куда-то. А так вообще не пялятся, ну там ничего. Да вообще все нет. Всем все равно было. Всем все равно. И этот ритм жизни даже, знаешь, как будто бы, ну, все было четко, мне вообще все нравилось. Мне когда прилетела сестренка моя там с детьми, и я так вперед иду и смотрю, они там вообще где-то вдалеке. Разница только заметила в том, что там быстро очень ходят, а тут у нас медленно ходят. Ты бы переехал туда, нет? Да, с радостью вообще, все с радостью. Ну, Серьезно? пожил бы, поработал, вот чисто поработать, вот, да, 100%. А так вот, если до души жить, конечно, я бы тут дома с родными. Да, правильно. А вообще, как познакомился с Киджахом и давно ли вы дружите? О. Если вы с ним туда поехали, то как вообще связала вас кандыкановская тусовка? Нас связал один трек «Кандыкан». Мы с ним познакомились в году 16-м, наверное, случайно, вот так же около ТРК, прямо на улице, он такой, вот, типа, привет, туда-сюда, типа, давай сделаем трек. Типа, Он предложил? Да, типа, я на якутском, ты на русском. Я такой подумал, Красавчик. думаю, блин, да что-то не хочется, как будто бы. Почему? Да я не Боялся или просто нет, не я не хотел? хотел, я не хотел, да. Ну, типа, ну, я не видел в этом смысла изначально. Ну, типа, думаю, блин, ну, не знаю, ну, можно, наверное, что-то будет прикольно, но я не видел изначально так. Вот, потом через год мы видим, он уже становится артистом, большим артистом, он выступает по всей Якутии. Узнаваемый, Да, у него подписчики растут, там все там туда-сюда, концерты. Я думаю, ну сейчас я не буду как этот подбегать, ему говорю, давай, типа, сделаем трек, уже поздно, типа. Ну, я думаю, ладно, красавчик, пусть развивается. Видимся через год случайно, вот так мы 5 лет виделись, через год, случайно, в городе. И все пересекали. никак не могли скомковать трек. Да, типа, он мне дает номер, говорит, набери, сегодня вечером еще насчет трека решим. Я ему набираю, неба нет. Или там я тебе перезвоню, и все, терялись, короче. Так прошло 5 лет. Вот, я работал барменом в 21 году, и он заходит один. Он заходит один, садится, и он говорит, о, привет, привет, ага. Такой, говорит, слушай, я, говорит, может быть, ну, зря делаю, говорит, но у меня есть такое предложение, типа, дурное, давай, вот у меня там есть кусочек, можешь залететь на русском языке? Я такой, давай, просто давай. Я говорю, Ладно, «Ну, ща-» рискну, Да, получается. просто Всё рискну. Ну, я уже хотел с ним трек, я знаю, как он тебе круто звучит, как он, ну, сам Ну, тебе был интересный результат, Абсолютно, и то, да, что абсолютно, да. получится, вдруг реально взорвется. Я знал, что он очень круто делает музыку уже, потому что он вырос очень сильно за эти года, пока все это время шло. И, извиняюсь. Вот, получается, было как... я ему говорю, мы сейчас опять с тобой потеряемся, отправь мне прямо сейчас музыку. Он берет мой номер, мне отправляет. Сразу, да. Да, отправляет мне демку. Смену заканчиваю, еду домой.
ложусь спать и просыпаюсь первым делом, просто сажусь за текст. За минут 5-7 написываю, пишу вот эти 6-8 строчек, сразу записываю в этот же микрофон дома у себя около кровати, записываю, отправляю ему, он говорит, все круто, и пропадает. Свели, и все пропал? Нет, я записал просто, я просто записал демку у себя дома и отправил ему, да, в MP3. Он такой, все, круто, типа, делаем, и пропадает на неделю. Я такой, да, все уже. Стою на работе, барменом когда работал, и звонок. Я такой, алло, на студию срочно поехали. Я такой, я на работе, ну что-нибудь придумай, короче. Я подхожу к директору, к Артуру Кареновичу, привет большой, он это интервью посмотрит. Вот, и я ему говорю так и так, типа, он говорит, да езжай, говорит, ты что, типа, езжайте, отпускай. Ну, он мне очень с пониманием относился и понимал, что, типа, человек хочет развиваться, расти, он поддерживал вообще. Это редкость. Всем бы таких. Да, вообще, он очень крутой мужик. И все, я туда еду, мы записываем, он говорит, это будет хитом. Я такой думаю, да ну нет, наверное. Просто... А ты не верил в то, что это разлетится? Я не Там знал, такие огромные я не объемы знал, в iTunes, там вообще я не жесть. знал, что это будет так. Реально, вот, ну, мне тут волос торчит. Извиняюсь. Положу пока сюда. Так, и что, я не знал, что это будет прям хитом. Ну, он говорит, это будет хитом. Говорит. Вот Вадим Борисов, который сделал всю эту музыку, свел. Вот, он говорит, когда мы с ним работаем, мы делаем хиты. Сейчас у нас будет, вот сейчас мы фит записали. А ты с ним постоянно работаешь? Это... Нет, с кем? Вадим Борисов? Да, это звукорежиссер с китом, который работает постоянно. Это чисто его... Вот, ну, с кем он чаще всего работает, да, друг, напарник его, вот, и они много хитов уже выпустили же вместе с ним. Вот, и он говорит, и вот вместе вот кто хорошую музыку Вот кто хороший, делает. Вадим Борисов, запомните. В тени сидит, да, я думаю, скромничает. это невозможно, но вот читает, вот вообще подает классно, музыка как будто бы вот как будто не придуманная где-то. Из российский какой-то вот звукарь какой-то придумал, очень качественно очень делает. качественно, да. Вадим, почему в тени сидит? Вадим это умеет делать 100%. И получается... Свели у вас. Записали и уехали. Он опять на неделю пропадает. Я такой, да ё-моё. Походу сводят. Или я плохо записался, переживал. Ну, думал, да блин, уже что вообще... Делать? Типа хочется, чтобы трек уже вышел, прикольный трек, но не думаю, что хитом будет, еще раз повторюсь. Проходит неделя, опять звонок, короче. Я такой, алло. Кит говорит, полетишь со мной на север? Вообще так, сходу просто вообще ничего. Ну, как дела, где ты, что ты вообще? Полетишь со мной на север? Я такой, да. Вот просто как дурачок, да. А тогда снег еще лежал, была весна. И я, получается, такой стою, куда я согласился у меня работать? Типа, какой север? Север-то огромный, какой север? А он был в туре, оказывается. Поэтому не смог, наверное, ответить. Наверное, да, связь, наверное, ага. И получается, он говорит, сейчас тебе перезвонят, точнее напишут, отправь паспорт, билеты покупать. Я вообще такой, да ну нафиг. Я звоню Сане Япошке. Звоню ему, братан, что делать, типа? Он говорит, езжай, делай, говорит, он так и посоветует. Да, и он говорит, ну, я его послушал, доверился. Говорит, столько лет, типа, уже пишешь музыку, типа, тут вообще шанс неплохой, типа, сделать что-то хорошее, полететь куда-то, что-то там делать. Всем бы таких друзей. Да, абсолютно. Сашка легенда вообще. Кстати, когда будет с ним трек, будет чуть нет? Не знаю, наверное, когда-нибудь. Наверное, дай бог. Мы с ним много написали, но не выпустили. Серьезно? Очень, вообще? Да, было, причем очень неплохая музыка, но мы ее не выпустили. Ладно, не суть. И что, блин, на чем мы остановились? Поехали на север, купили билеты. Да, все, полетели на север, в итоге летит вся команда. Кит нас уже там ждет. Это Сакырыр, Эвенобатантайский район. Мы прям туда поехали в стойбище. Мы прилетели, нас покормили, мы на бураны и 3 часа. Класс. Там мы снимали клип, да, по-моему? Там мы сняли клип Кандекан. Тут будут кадры. А так вообще клип сложно снимался, долго снимали. В чем была сложность? И кто вам вообще такую режиссерскую постановку поставил клипа? Чья идея была? Режиссер, не знаю, как будто бы вся команда все это делала. Делала Илан Кандекан, руководитель проекта Кандекан. Ее большая часть была Майк, который сделал этот клип, который снимал. Оператор, видимо. Да, вот именно, да, как оператор. Он и как монтажер был этого клипа. Не знаю, и все очень легко было вообще. Мы прям... вообще просто, ни сложности вообще вообще, не было. Да, холодно там, не знаю. Вот эта песня, на самом деле, вообще, да еще до людей не дошло, она потом еще дойдет. Это очень магическая песня, мы сами не понимаем, как она произошла. Вообще не поняли, да? Я не знаю, повторится что-то подобное когда-нибудь. Ну, это вообще какой-то отдельный комок вот такой. Когда мы все в него влезли, все вот так вот получилось, очень магически. Резко-резко, быстро, и все в руки шло вообще, не знаю.
Долго снимали? 3 дня. 3 дня клип снимали? Серьезно? Ну, мы, знаешь, как мы приехали, вот приземлились, сели на бураны и ехали 3 часа, мы приехали, уже темно было. В дорогу. Холодно и темно. И мы приехали прям в горы, там стоят палатки, стоит оленевод, олень и собаки. Все. Еще искры? Четко. Я еще низу возьму. Это какое, кстати, время года было? Холодно? Это было? весна была 21-го года, да. И... Ну, более-менее так, нормально. Да, ну нормально было. Ночью холодно, конечно, но а так в целом... Ну, снег лежал. Прям- Мы на земле спали, на шкуре оленей. Замерзшие. Жесть. Да, и у нас была печка внутри. Ну, впечатления по-любому да, это остались суперски классные. вообще было. Я... Чувствовал у вас соединение с природой. Ну, вот да, вообще, абсолютно вот это вот. вообще. Это было прекрасное время вообще. Сейчас вспоминаю, так это прям... за Тогда душу берет. расскажи, как связался с Кандыкан, Илан, как ты вообще ее нашел? У них очень круто проект вообще продвинулся, и не только Они благодаря растут, вообще песне, большие да. умнички. Они Как очень познакомился, как вообще работал с ними? Все через Киджу. Все через него. Они, получается, с ним связались, тебя позвали, у вас возникла команда, и вы создали... У них зародился проект, они начали его развивать, расти. И они решили обратиться к Кидже. Типа Киджи. Как? Киту, короче. Кита сокращенно. Обратиться к нему, сделать песню. А он только в это время вышел со студии и написал Кандыкан. Только написал. И ему тут вот пишут, звонят, говорят, таки так хотим. Он говорит, вот только что я сделал. И такие, все, это бомба. И вот он решил меня в этот же вечер позвать. И вот так такой- все закрутилось. И, типа, вот, и со мной кто связался по поводу билетов, это был проект Кандыкан. А вы, кстати, будете что-то вместе делать еще с Илан или... Ну вот мы в июне летали вместе в Петербург. Проектом, командой Кандыкан мы вылетали. там был какой-то форум, да? Форум, Санкт-Петербургский экономический форум, ага. Вы там, получается, выступали как, Как люди, артисты кстати. приглашенные, да. Мгм. Как вообще выступили? Ой, Расскажи, супер, пожалуйста, я про тебе- Питер. Питер офигенно, я туда очень долго мечтал приехать, туда попасть, но ни разу там не был. И вот в июне впервые туда слетал. Был там недельку, я в него влюбился больше, чем в Москву за 1 Серьезно? неделю. То есть все-таки Питер лучше, чем Москва? Ну вот я не знаю, кому как. Не хочу, чтобы... Простой город, да? Люди, наверное, Абсолютно, простые. Вообще абсолютно. простые. Очень красивый, такой спокойный город. И мне что самое понравилось, что там очень... здравствуйте, до свидания. Очень Хорошего вежливый, дня. да? Очень вежливый вообще, где бы я не был. Все, неважно. Ну, не все, но вот- В основном. 9 человек из 10 вежливы. Кому к чему не обратишься, вот, без проблем. Да, там что вообще очень классно вот с этим. Как выступили там, как люди отреагировали, самое главное, на вашу песню, на ваши красивые костюмы. Я видела, там огромные классные фотки были просто. Какие впечатления были у жителей? Слушай, там были очень много людей вообще в костюмах, которые такие, знаешь, другими уже занимаются вообще вещами, может, даже не знали про нас, про музыку, вообще не знают эту вот такую, которую вообще То есть они происходит. вообще понятия не имели, что такое Республика Якутия? Нет, да? знали, по-любому Якутия. знали, раз они на этом форуме по-любому знали, но там были люди, ну вот и молодежь, и взрослые, и как бы дети, и вот, и самое, что интересно было, мне самое очень нравится выступать вместе с Китом, энергия очень сильная, когда мы вместе на сцене. И вот, у него есть трек «То ебут, то юга», это осохой современный, короче. И он такой, Современный лад такой подал? да, он с таким прям вайбом, короче, крутым, прям, ну, прям хочется танцевать под него. И вот когда мы с ним этот трек Ничего себе. исполняли, Кандыкан пели, типа, люди, мы, в смысле, мы спрыгнули со сцены. Вы прям спрыгнули? Я покажу тебе. Мы спрыгнули со сцены, взяли за руки и просто начали хоровод отвести. Вау, у них, наверное, вообще восторг. Ну, они такой, там ничего вообще себе. аплодировали, круто было вообще. Мы выступали 3 дня подряд. 3 дня подряд. Мы вот выступали, ехали домой, спали, что-то день гуляли, вечером опять выступление, так 3 дня. И Ничего вот, себе. и последний день мы вот тоже бам, дали, уехали. А вот эти твои поездки, они, получается, на коммерческой основе, или ты просто пригласили, выступил? Нет, коммерческая, конечно, То есть основа. Да. все выступления тебе обязательно платят. 100% это же работа. Если не секрет, сколько вообще хватает тебе на жизнь и вот занимаясь музыкой в современное сейчас время? В зависимости от сезона. Новый год, хороший сезон. То есть тебя могут приглашать, получается, на мероприятия? Конечно, так и и происходит, ты поешь. приглашают. Они мне пишут, либо обращаются к менеджеру, и типа вот есть такое-такое предложение. Менеджер лично есть. Ну, грубо говоря, да. Ну, человек, который мне помогает. Супер вообще. И приглашают, все, мы там договариваемся, допустим, о цене, о условиях, количество треков, что за локация, и от этого
идет цена, и вот так вот. Расскажи самый какой-то неловкий такой момент, когда тебя пригласили, тебе что-то не понравилось, организация мероприятия, может быть, праздника, где, ну, ты почувствовал дискомфорт. Да, расскажу, слушай, это было не так Было давно, всё-таки. и было их несколько раз. Самое, что знаешь, ужасное, скажу честно, это вот именно организаторы, которые... Когда перед тобой есть хедлайнер, вот, допустим, ты выступаешь какой-то на разогреве, и есть местные, допустим, артисты, приглашенные артисты, вот есть хедлайнер один, какое-нибудь там большое имя. У людей меняется отношение к обычным артистам, они как будто на второй план. Вот самая большая проблема в организаторах. Есть прям хорошие, которые прям все тебе дадут, чтобы у тебя было. Я не говорю там прям большие столы, там накрытые. Просто комфортное, да? Просто комфортно, элементарно человека встретить, там, объяснить, что там, Ну, это, я думаю, логично, саундчек. да, Ну, у нас должно. есть такое, что такого не делают. И это ни А одного как меня тогда касается. ты просто приди и все, что ли? или Иди, как? выступи, там сам что-то найди. Были такие ситуации? Серьезно? Конечно. Я много выступал в этом городе и много чего навидался. Я в свое время выступал за бесплатно, выступал за еду. Ну, в плане, как бы, Жека, выступи, мы что-нибудь там тебе там... Вот это начало пути было. Как вот бартер такое вот. маленький такой. Типа как бартер, да, вот с этого. А потом уже постепенно. А как ты реагировал на такое, ну, отношение к себе? Ты же все-таки артист, и неважно, даже по-человеческое отношение, я считаю... Я просто с этими людьми больше не работаю. Зачем что-то им объяснять? Я знаю, что эти люди далеко не пойдут, я с ними нигде не пересекусь. Поэтому, и тебе уже... да, не принципиально. Желание конечно. уже не будет, в принципе, работать в Абсолютно, будущем. конечно. и- Это же энергия. Ты же приходишь выступать не перед организатором, а перед людьми. Они не знают подноготные, как у вас там устраивается, как у вас отношения между организаторами и артистами. Ты выходишь, и они тебя видят, ты вышел на сцену, и они хотят эмоцию получить. Ты идешь за этим. Так, ты же, по-моему, ты не знаешь же якутского языка, и в Да. целом, да, и как Блин, вообще... Сахалысын, Дарбатын. Как, Полдень. как относятся люди, ну, потому что вот, что думают, несмотря, сложно ли вообще работать с якутоязычными, вот с Киджахом, например. Даже не сложно. они говорят, даже если на якутском, все равно что-то я понимаю. Могу спрашивать, я не стесняюсь, спрашиваю. Если что-то звучит на якутском языке, я спрашиваю, переведи мне, типа, я записываю себе, у меня заметки есть якутские слова. Я их- Серьезно, ты Да, так я понемногу записываю, запоминаешь, учишь? конечно. Здорово. Как работал с Киджахом, кстати? Вот то, что вот у вас же, по-моему, 2 песни было. Да. Вот это вот «Кайфовал», по-моему, да, Да, еще? есть. Он очень, кстати, много просмотров набрал, где-то около 19 тысяч. И на Ютубе я смотрела, и как делался клип, как зародилась вообще совместная работа именно с Ой, этой это, песней. кстати, сейчас я уже забыл про этот трек совсем. Вы там с девушками были? Ой, да, это было такое, ага, была такая история. Если надо, уйду молодым. Знаешь, тебе до меня не дойти. Как ни крути, нам с тобой не по пути. Мы снимали клип, его снимал Илья Леонов, большой мой брат с Москвы, чувак. Вот, и зародилась она как-то, я не помню. У Кита зародилась, опять же у него. Он меня позвал на этот трек. Потом я позвал своего звукаря, кто делал музыку, короче. Это Сережа Квадов. Я его позвал, он приехал с работы, мы все собрались на студии и что-то начали делать. И вот так и зародился трек. По итогу нам он не очень сильно нравится, нам на самом деле, мы его не исполняем. И Не нравится? Почему? Не Мне знаю. кажется, лайт такой прям чуть-чуть, нет? не знаю, как-то вообще так. Мы что-то Клубный. записали, сделали, сняли клип, там постарались, что там, там вложились, и такие-то что-то... Ну, все равно прикольно, типа, это классное время, мы не жалеем о том, что мы его выпустили. Ну, типа, такое. Он такой простой. Простенький, он, ага. да, и он не напрягает вот какой-то вот... ненапряжно слушаешь. Кто делает клипы тебе? Клипы кто делает? Делал, допустим, вот Кандыкан делал Майк. А самое начало, нет, я про Самое самое начало? начало, да, когда вот у тебя выходили только 3 года назад еще песни, когда выходили, у тебя там выходила парочку клипов, кто тебе их делал? Один тоже человек или ты с разными людьми работаешь? Смотри, вообще самое первое видео, которое мы начали, я делал, монтировал их сам. Сам? Снимали друзья, То да. есть ты вообще универсальный человек, ты все сам Ну, делаешь. постараюсь, чтобы от меня зависело, короче. Не люблю, когда от кого-то завишу. Но потом понимаю, что не получается того, что нужно. Мне помогал долгое время Лёша Соколов. Сокол. Бесплатно? Мгм. Вот это дружеское, я Ну, вообще, он считаю. просто верил, типа, в меня и говорит, типа, Жек, ну, погнали, типа, давай сделаем. Он Блин, сам- это круто, что у тебя так много людей, которые поддерживали тебя только на начале и Да. делали все на безвозмездной основе, веря в тебя. И, Это не зря, на как, самом как деле. большая ответственность, на самом деле. Ну, как будто, ну, и понимаешь, что ты делаешь все правильно, на самом-то деле. Ну, ты знаешь, что ты там не фальшивишь, там, ты просто делаешь, потому что тебе хочется, и люди в тебя верят, это вообще, ну, пазл складывается.
Тогда на начале пути какой самый либо сложный клип и смешной, может, момент какой-нибудь помнишь? Помнишь, когда мы с тобой познакомились на катке? В 17-м году? Да. Вот перед этим мы, когда было солнце еще, ну, мы же по вечерам днем катались, типа, вот мы днем приехали, не помню, в какой район, там, короче, раскрашенные, типа, гаражи стоят в яркие цвета. Ну, же город такой сероватенький еще, зима плюс еще весна, и там ярко такая, короче, картинка нарисована. И мы прям пришли, взяли мой телефон, насадили какой-то... На телефон? Фишай насадили, короче, за 300 рублей. Взяли этот, как она называлась, палка-то, как этот? Селфи-палка. Селфи-палка тогда была, да. Вот, на него, короче, снимал мой друг, и... Это на трек здесь? Все так же за текстами валит биток и собак. С трудом познаешь вверх, везде там ждет засада. Да, Ты умеешь объяснять, да, что да, всё, понял, да. И, короче, что смешное, что у меня на фоне вот этот граффити, там нарисована большая какашка. Я видела это граффити. А тогда же... Она прикольно нарисована, ага. Это, кстати, музыка же вот это здесь, он как более такой рэп-рэп же был. Прям. Если сейчас ты как-то вырос, Так я начинал прям рэп. то есть тебе нравилось с такой подачей работать, поэтому ты больше научился по-другому. Ну, более такой, как будто бы коммерческий звук, более такой, знаешь, больше для общей аудитории, короче. Занимаешься ли спортом? Как относишься к спорту? И почему сейчас думаешь, не важно продвигать здоровый образ жизни? Слушай, спортом я занимался все подростковое время, и в школьное время много чего пробовал. Пришел на бокс один день, пришел на борьбу один день, потом мне все не нравилось. Я пошел на ММА, короче, в классе 9-8, наверное. Я позанимался 2 годика, и все, и на этом... футболом я занимался еще до этого времени, в лет 13, наверное. Потом сломал ногу, потому что с забора прыгал, сальто делал зимой. Карьера футболиста закончилась. Да, и все, я с гипсом лежал, и карьера футболиста закончилась. Играл я за местную команду с района, Искра была такая команда. Все, и что-то закончилось, и потом спорт в моей жизни как-то так... Я вот недавно купил абонемент в спортзал, я пришел на одну тренировку. Отдыхаешь тогда как? Если не спорт, не так. Слушай, я играю в игры. В игры? Да, немножко уделяю часика 2-3, играю в компьютерные игры онлайн. Ну, это твой формат такой, отдыха такой. Да, если нормально. Время есть, да, почти. Итак, спасибо, это маленький блок нашей настоящей атмосферы закончился. Сейчас мы направляемся к Жене домой, посмотрим, где он записывает музыку, может, запишет демку, если посмотрит, и посмотрим его прошлое. Погнали. Однажды приехали на съемку клипа, короче, True с Минором. И там, да, маленький русский парнишка, но он огромный талант. Однажды, в нем все узнают. Минор, это просто вообще чувак. Это чувак, ему сейчас 18 лет, ему было 16, он мне музыку сводил, делал, представляешь? Он дома сам научился, он сам записывает, сам пишет музыку, сам себя сводит. Он мне помогает еще с музыкой. Вот, и мы когда приехали снимать, это был вообще первый наш фит и первый вообще его клип. Я организовал там с ребятами, все мы приехали это снимать, короче, это было, где это было, Табага, да? В Табаге там эти домики, короче, снимают, люди отдыхают, лето было, и мы туда приезжаем, и там в домике этом, короче, люди отдыхали, и там оказались мои знакомые. Мы, типа, у них снимали в этом домике. И там был чувак знакомый, говорил, Данилов, короче, он паркуром, там, трикинг, короче, там, жесткий чувак сальтует. Я такой, о, Маскила, давай, я тоже снимусь. Я говорю, давай, он, давай сальтовать. Ё-моё, он прям с машины там перепрыгивал через людей. Сам? Вообще жестко, на месте там крутился. Мы все это вставили в клип. Даст мне шанс вернуть. Время не тратим на ветер, но на радаре помехи. Я торопиться не к спеху, нам не фолтим доспехи. Сейчас, короче, Женя исполнит песню на якутском языке, Давай. которую подарил ему. Этим летом, мне день рождения в июне, типа, он такой, я тебе дарю, типа, этот трек. И мне показывает трек, я такой, вау.
Все, вообще. Мне причем, я когда рассказывал артистам это, да, им говорят, никому никогда он не дарил ни одну песню. Никому вообще не дарил. Это же вообще, это, ну, подарить песню, типа, от успешного артиста, это прям многого стоит, это бесценно на самом деле. Это же творчество, это же написать нужно, прожить нужно. Когда он ее писал еще в Москве, он ее писал, это была его, он не выпускал. Вот, и все, просто, ну, есть такой трек, он мне в демо-версии мне его отправил. А ты почему решил завести собаку? У тебя тут... Всегда хотел, всегда мечтал свою собаку. Как зовут? Лиса. Это смесь у нас получается, да? Акита Гаслайкой. Ну вот и настал тот момент, когда мы оказались в районе птицефабрики, место, где родился и вырос сам Женя. Расскажет он нам, как вообще проходило его детство, подростковая жизнь, где он учился. Женя, расскажи нам, вот это твой дом, площадка, как проходило твое детство, и, наверное, будем направляться к школе. Да, этот дом, я в нем родился. Я Всю жизнь прожил ты всю здесь, жизнь здесь, получается, ну, на грубо говоря, птицефабрике? здесь прожил, да. Вот, что, площадочка, как бы. То есть все твои друзья были здесь, тут ты и вырос. Учился ты в 19-й школе, получается? Да, все 9 классов учился в 19 школе, сейчас мы к ней подойдем. Что здесь изменилось, что хотелось бы на районе, чтобы он процветал, что не хватает, может быть? Тут единственное, что не хватает, реально, это вот аптеки. У нас даже не то чтобы 24 часа, даже обычной аптеки просто нету. Обычной аптеки нет? Да, обычно она была, ее почему-то убрали. Есть у нас удачная покупка, магазинчик большой, вот оттуда его тоже убрали. Не знаю. Как люди вообще покупают? Ну да, приходится ехать туда, вот в сторону Гемина, в город приходится ехать. Считаешь ли ты свой район более-менее бандитским таким? Или Это, кстати, знаешь, это мнение такое сложилось, типа давно еще, это было в те года еще, не знаю, когда я маленький был. Сейчас намного спокойнее все вообще. Хоть уже да? много людей отсюда уже уехало, тут уже половина реально ребят, которых вообще никого не знаю тут. Каждый день вижу ребят, которых вообще не знаю, на самом деле. А тут раньше выйдешь, типа, о, привет, привет, привет. Ну, устанешь со всеми здороваться, да, реально, типа, каждого Все знаешь. друг друга знают. Да, тут жило 3000 людей примерно. Сейчас не знаю, сколько живет, я вообще мало кого знаю здесь. Местных очень мало осталось. Вот. Ну вот, мы подошли, собственно говоря, к школе. Интересно узнать, как проходила твоя школьная жизнь, как зародилось вообще желание писать тексты и как учителя, собственно, отреагировали. Давай. Вон, видишь окошко? Вот я с него прыгал. Со второго этажа? С первого, конечно. А почему ты прыгнул? Да просто, ну как там, время такое, хотелось что-то там, не знаю, кому-то что-то доказать, может, не знаю. Ну, Ты был бунтарем? ну такой, поначалу был отличником, потом уже начал взрослеть, там уже другие интересы, музыка, девочки, там что-то уже все интересно, и уже плохо учился, вот. Ну а так в целом школьное время вообще самое замечательное, прекрасное просто. Там и первую любовь свою встретил. В школе так с музыкой как бы никто об этом особо не знал, знали только друзья. Это еще не было на каком-то уровне, это было такое, знаешь, детское вообще, типа, что там что-то делаю, и все, никто не знал особо. Ты же, Вот. получается, в 9 классе, по-моему, начал писать. Да, в 8-9 начал писать. Вообще первый раз вот именно с музыкой в 4 классе я вот здесь выступил в актовом зале. А, да? Да, был конкурс, короче, «Парни на все 100» называется. И типа я маленький такой шкет, короче, хочу рэпчик почитать. Там была какая-то типа визитка, вот я хотел рэпчик почитать. И а у меня дядя, короче, мой дядя родной, он рэп, короче, писал, выпускал треки, прям реально у него там на машине был там его имя написано, такой крутой рэпер был. Выступал? Не знаю, где он выступал, он тут с района вообще дядька, ну вот, крутой дядя Валера. Вся семья ага. у тебя получается музыкальная более-менее. То ли на степени связаны, да. И получается, мама звонит, короче, ему говорит, слушай, брат, помоги, сын хочет, типа, рэпчика почитать. Он через минут 10 скидывает смс-кой, не было ватсапов, ничего, скидывает смс-кой текст маме, мама мне его переписывает на листок, и я сидел, учил, там что-то было, я Артахинов Женя, ни минуты без движения, мы с друзьями здесь, чтобы поднять вам настроение, что-то. А сейчас учителя приглашают тебя, несмотря на то, что у тебя уже есть багаж? Есть фотографии, я тебе покажу, наверное, тут было 1 сентября, я сестренку, короче, привел на 1 сентября с семьей. Я такой стою, и там стоят мои какие-то одноклассники, стоит мой классный руководитель, Таля Поликарповна. И она такая подходит ко мне, я такая, Женя, ты, оказывается, рэп читаешь? Ты, оказывается, артист? Мы учителя. Всем привет. Извините, что я вам делал мозги, когда учился. Самый любимый предмет мой был — это история.
и общесознание. Это у Почему? меня, не знаю, мне до сих пор история вообще очень сильно интересна. Я сижу, могу часами залипнуть прям на ютубе, смотреть историю там Римской империи там, или что-нибудь Великая Отечественная война. Там. Ну, вот такое очень сильно мне нравится, и вообще мировая история. Какой у тебя период жизни был именно, когда ты жил, ну, более в таком... Начало пути вот именно Да, так, да, как связалось. Я вообще не писал свои текста, просто у меня тут все пацаны читали рэп. Все здесь? Ну вот все мое окружение, вот мой дядя читает рэп, А, типа там популярно. тут пацаны местные, которые уже в городе выступали, ездили, а я еще школьником был, они уже выступали на Зажигает, на фестивале, какие-то в парке, там концерты свои устраивали, еще будучи школьниками. Вот, и это всегда было рядом, всегда на слуху. Я уже такой был прокачан, знаешь, там, немножко уже шарил за рэпчик. И все, и хотелось, ну как-то все, потом начал потихонечку писать, и все, и там сразу заценивал тут в подъезде пацанам. Там бам-бам-бам, что-то начитывал. А были люди, которые, ну, хейтили, может быть? Да не, вот и слушай, вот так... Как относишься вообще к хейту? Да, Как положительно вообще. Счастья, здоровья вам, успехов. Я вот когда начал, и типа очень много лет прошло, я ни разу ничего не слышал, вообще никакого хейта. Может, кто-то что-то говорил, но мне лично никто ничего не говорил. Никто ничего не писал. Может, то, что и интересен никому был, наверное. А сейчас? И вот сейчас, наверное, не знаю, есть у меня там какой-то парнишка, не знаю откуда он мне пишет, типа, да ты там неинтересный. Я такой, ну, читаю такой, ну, хорошо, я же не против, типа, ну, хорошо, я неинтересный. И притом я потом смотрю, он самый первый смотрит истории, самый первый лайкает посты. следит за тобой. Да, он подписан на меня, но при этом он хейтит, короче. Но я не обращаю внимания. А ты что посоветуешь тем людям, которые вот начинают что-то в начале, и им все говорят о том, что ну, зачем каждый сейчас второй Ой, рэпер, такое ой, часто же бывает. ой. А вот каждый второй рэпер, что-то начинаешь писать, и ничего не получится, вообще ты не очень человек. Да, каждый по второй жизни. и юрист, и доктор, и да кто угодно, и футболист каждый второй. Очень много того, что уже было, поэтому если самое важное реально, если ты горишь, если ты этого хочешь, неважно что, да хоть биологию изучать, хоть траву ходить собирать, не знаю, все что угодно, если тебе нравится, ты видишь в этом какой-то потенциал, то вообще никогда никого не слушай, просто делай, 100%. Я вот этому правилу исследую на самом деле вообще. И все по жизни у тебя легко получается, не хейтишь даже не по мне. Да вообще абсолютно. Да даже если мне 1000 людей скажут, типа, Женя, это не твое, я Всё пока равно сам будешь. не убежу, не удостоверюсь в том, что это не мое. Вот так вот. Вот мы находимся на спортивной площадке школы номер 19. Здесь ты играл в футбол. Расскажи, пожалуйста, как возникла любовь к спорту, или ты просто так любительски занимался? Нечего было делать, походу. Тут появился футбол, пацаны пошли мы играть в футбол, и мы начали туда Все, играть. наверное, играли, да? Да, это сейчас С еще детства. обновили, вот это все покрасили, сетку добавили, это все порвалось уже, эти поменяли. Уже более-менее. Еще бы поле выровняли бы, ребята, пожалуйста. Было бы вообще неплохо. Бегают девочки, бегали за тобой в школе девочки. А, Как школьная первая любовь Екатерина, да? О, да. Что с Екатериной общаетесь ли сейчас? Прикинь, мы до сих пор общаемся. Мы во втором классе, мы не встречались, там дети же совсем, просто всегда вместе рядом дружили были. И потом там повзрослели, более 13-14 лет, типа встречались, короче. Ну, там школьная любовь, первая любовь. И Дружеская такая. да, и потом она улетела учиться дальше в другой город, и все, мы долго с ней не виделись, лет 5, наверное, не виделись мы с ней. И она вот сюда прилетала дважды, мы с ней виделись, гуляли, туда-сюда, в школу вспоминали, к учителям ходили. И сейчас до сих пор общаемся, у нее все хорошо вообще, классный человек. И с девочками всегда все было супер вообще, не жалуюсь. То есть, короче, тут школа классная, криминала нет, птицефабрика Вообще растет, самый добрый район. движется. Приезжайте на птицефабрику жить. Сейчас мы поедем на гору, узнаем про личную жизнь Жени, и для красивых кадров мы расскажем вам, как проходит его личная жизнь. Погнали. Ой-ой-ой. Переход такой будет? Ну вот мы на горе, собственно говоря. Расскажи, Жень, почему мы именно здесь, почему сюда пришли? Это микрорайон птицефабрики, этот район находится под горой, вот, и тут я с самого детства сюда приезжаю, мы тут или зимой, и летом, зимой катаемся на горках, на санках и так далее, а летом с друзьями приезжаем с семьей, шашлыки и так далее. Все местные, наверное, здесь пользуются таким случаем, природой. Да сюда много городских еще приезжает, отдыхает. Ну тогда Конечно. нормально. А приводил девушку сюда? Да. Реально? Расскажи, как было. Ну, романтика была, что там. Приводил сюда, тут гуляли. Я Ага. свободен. Но я сейчас сконцентрирован на работе и на музыке, на делах.
то, что реально важно. Расскажи, пожалуйста, вообще, как ты выбрал свою девушку? Как ты думаешь, на что первое время смотрят парни сейчас, в настоящее время? Могу от себя, наверное, сказать. Самое главное, чтобы мозги на месте были. Чтобы человек просто был адекватный. Это самое важное вообще, на самом деле. Там внешность это второстепенно, конечно, тоже немаловажно, но главное, чтобы человек тебя понимал. Да вообще любая вообще девушка, главное, чтобы просто понимала, была воспитана и умела общаться с противоположным полом в виде своего мужчины, парня, неважно. Главное, чтобы просто было понимание. И самое главное, чтобы человек был добрый. От этого все вообще растет. Если человек какой-то такой, там, не знаю, там, то это очень тяжело. У меня был плохой опыт отношений там, с человеком морально неустойчивым. Это тяжело. Тяжело, да? Это невероятно тяжело. У меня, которые были все отношения, я заканчивал их сам. Да? Да, потому что я находил не тех, кого мне нужно было. Именно конкретно мне не они плохие, просто мне нужен человек более-менее другой. Вот, может, я даже что-то, наверное, А так. ты меняешь свои какие-то особые вот критерии, либо их, ну, просто... Вот Ну, по мере- 3 года назад мне нравились такие вот, сейчас мне А, нравятся другие. Нет, у меня Или так? всегда было, как ты знаешь, Но они по, все... по глазам, типа, вот, видишь, типа, понимаешь, что человек тебе нравится, и как бы это сразу видно, когда по глазам, типа, там не смотришь, о чем человек говорит, как он выглядит, в глазах, если искра есть, типа, я в эту штуку верю, кстати. Ну, вот, типа, что вот по глазам можно понять, человека смотришь и прям западает в душу, если видишь, в ее глазах огонь, то же самое происходит, и там уже потом все. Но они все, наверное, поддерживали тебя тоже. Ну, Как-то... было поддерживали, было не поддерживали, разное было вообще. Были Конечно, люди, да. девушка, которая... вот Я не- сторонник, видишь, долгих отношений, и Мгм. поэтому приживались, узнавал человека, допустим, и все, понимал в процессе, мое и не мое. Вот так вот. Что посоветовал бы, наверное, нынешним девушкам, вот как тебя завоевать, допустим? Меня? Да, Не надо меня завоевывать, рассказывай. я вас сам завоюю, если надо. давай рассказывай. Девушке что надо? Вот что нужно девушке, чтобы тебя вот себе забрать? Быть собой, быть Мгм. доброй. Поддерживайте, быть собой. поддерживайте Женю, любите Женю, что Женя у нас очень классный, очень Да ладно, что хороший, добрый. Доброта ли я важна сам- сейчас, нет? Да абсолютно, Вообще тем более в смотрят такое парни время. сейчас на доброту? Мне кажется, не особо. Да доброта-то в каком понимании? Видишь, доброта, если человек сам по себе добрый, это отношение не только ко мне, вообще не речь не про меня, Мгм. отношение ко всему. Вот я вот обращаю внимание, когда вот, допустим, с девушкой сидим, там, познакомились с девушкой, мы сидим там в кафешке, в ресторане, неважно, как она общается с персоналом. Да? Ну это важно. Это важно. Это вот сейчас вы можете там улыбаясь друг другу, там нравитесь, а он грубит, там что-то там, ну, сидит, Твой выеживается. лайфхак такой. Ну, конечно, так это показывает. Это самые обычные вещи вообще. Это на такой момент. И ты сразу вот смотришь на Микромоменты. Я сразу понимаю, человек не мой, потому что потом это все всплывет, это все в других масштабах это будет. Я немножко так наперед смотрю, короче. Ну, потому что, прикинь, это будет мать моих детей. Это, что потом, что у меня выросло? Ну нафиг, мне нужна женщина такая мощная, Короче, совет. как моя мать. Боевая, жесткая женщина. Смотришь ли ты, да, кстати, сопоставление мамы, как относится к тебе мама, какая должна быть Я мама когда вот к повзрослел, девушке? это понял, что я выбираю по критериям, как моя мама. Это все-таки правда, да? Это правда. Я думал, что вообще, о чем там говорят люди, вообще не Да. понимал. А на самом деле это правда. Ты смотришь и понимаешь, что вот большинство этих девочек интересует, потому что они, ну, такие, как тебе объяснить, даже не знаю, как правильно сформулировать, просто хочется такую сильную, не знаю, как тебе объяснить. Я запутался немножко, как тебе. Смотришь отношения, вот какая должна быть женщина по поводу, вот какая твоя мама, и вот те качества ты видишь в девушке, получается. Какие есть у мамы, я так поняла, или нет? Я непроизвольно их перенимаю, типа я смотрю, Неосознанно, да? Да, что типа как будто вот смотришь на какие-то черты. Вот у меня мама просто сама там воспитывала детей, ну, сколько у нас, 4 в семье, я уже забыл, сколько у нас. Вот, и типа представь вот, быть женщиной молодой и воспитать еще 4 детей, и всех нормально воспитать, и еще успевать собой заниматься. Мама у меня КМС по армрестлингу. Представляешь? Это вот, Боевая. ну, она вообще... Боевая мама. Ты смотрела «Реальные пацаны»? Да. Помнишь там вот мама Коляна? Да, Это очень копия, такая. это просто копия. Я просто вижу, я отказываю маме, мама угорает. Я говорю, мам, ты реально такая же. Ну, такая же, так простая женщина. Ну что, познакомишь нас со своей мамой Да, и это покажем, великая женщина. как рос наш Женя в семье, какие у него были взаимоотношения. Как раз сейчас пойдем и узнаем. Погнали. Держу микрофончик.
Сейчас мы направляемся к дому моей мамы. Сейчас познакомимся. Здрасте. Здравствуйте! Это моя мама Надя. Знакомьтесь. Надежда, здравствуйте. Мы, наверное, зайдем быстренько. Кого-то надо. В общем, короче, мне было сколько, 19 лет. Я бросил высшее образование и просто сидел дома, играл в компьютер. У меня не было ничего, короче, никакой цели. Я маму надоел. Она, оказывается, позвонила кому-то знакомому в военкомате и попросила, чтобы меня забрали. 21 декабря я сижу, играю в компьютер. В 11 вечера к нам стучится человек в черной куртке на какой-то машине. И говорит, пойдем. Я говорю, ну пошли. Я понимаю, что меня забирают в армию. Я ухожу служить. Я домой не вернулся, хотя он сказал, что дайте ему денег на такси, он вернется обратно. Нифига так не было. Я поехал сразу в Хабаровск служить. Я вернулся через год, мы сидим с семьей за столом, и я спросил маму, ты меня сдала? Говорит, я тебя сдала. Я хотела, чтобы он служил. Да, и самое интересное, что я за это жестко благодарен. Я много чему научился, много повзрослел и нашел лучшего друга. Вот так вот. Скажи. Хотела, чтобы отслужил, чтобы был настоящим мужчиной, чтобы прошел эту школу. Год, не 2. Пусть все проходят, и он пройдет. Ну, тогда я был подростком, спал и спал. Меня это бесило прям. День спит, ночь спит, надо что-то делать. Пошел учиться, отправила, потом... Нет, не хочу. Ну ладно, выбор сделал. Не хочешь, пойдешь в армию. Позвонила. Сама за меня решила. Его забирает, я даже в сторис там поснимала. Пока-пока. До подъезда, до машины его проводила, уже знала, что я его не увижу. А как вы считаете, какие главные качества есть? Мне тоже интересно, что ты думаешь. Не знаю. Не знаю. Или сейчас, когда... Ты же меня воспитывала. Да, какие главные качества стараетесь передать? Доброта. Человеку? Самое главное, доброта. В любой ситуации. Искренность обязательно. И справедливость. Это у нас в семье обязательно. Да, как Честность, табу, искренность, правило. да. Лучше честно, но... Ругали в школе, когда что-то делали не так или... Конечно. Строго? Ну, Строго? Да. А как сейчас относитесь к тому, что очень многие узнают? Спокойно. Он к этому шел. Это было не резко, спонтанно. Это у него своя цель, свой путь. Ну, спокойно вообще. Как отнесетесь к тому, что вот он там... Стрельнет? Возможно, Мама когда-нибудь. шарит за этот слон, да? Да. Хайпанет. Гордится вот. Нормально. Это программа Fail Studio. Я тут записываю музыку, на этом же компе делаю дизайн, там, обложки и так далее. На нем же и записывал только звуковую карту и вот сам микрофон. Все простым способом. Вот так все творчество происходит вот на этом квадрате. А что, вот ты сказал, что биты пишет тебе другой же человек? Ага. Разные люди. Ага, разные Берем люди. в аренду, где-то покупаем, но в основном битмари сами предлагают биты, и типа вот давай сделай. А как это все работает? Они тебе скидывают или ты ему вот это вот? Нет, что? мне ребята отправляют просто, ну, типа, ну, я же делаю музыку, выпускаю, они видят, допустим, на свою музыку видят мой голос, допустим, мой текст, допустим. И сводят, получается. Они мне отправляют, я тут записываю, отправляю им, там уже смотрят, как хорошо, нехорошо вышло. Вот, и если все совпадает, то мы выпускаем трек в дальнейшем. Так, расскажи, пожалуйста, как вообще соседи реагируют вот на то, что вот музыка может быть громкая или какую-то вот историю? Как отреагировали? Так, ну единственный, кто вообще жаловался на меня по поводу, когда ты записывался, это была моя мама. Мы раньше тут жили все вместе. Вот, и мама у меня говорит, вы что там, покойников отпеваете, что ли? Ну, короче, так. А так, ну, в целом нормально, все понимают, без проблем, мне никто тут сильно не жаловался. Так, расскажи про свой первый сольный концерт, как тебя туда пригласили вообще, и расскажи про концерты в ВУЗ, которые ты давал. В 22 году меня пригласили выступить в Нюрбе, в прошлом году, пригласили на Summer Vibe Fest. Нет, Нюрба Summer Fest. Вот, и пригласили туда выступить, и я поехал. Дал 2 концерта, один вечерний, на природе, типа, и второй в клубе уже.
И вот после этого мы там все классно было, получается, все прошло очень круто. Я 2 часа фоткался с людьми. То есть людям жестко понравилось. Мне дарили подарки, дарили там браслетики, Москвино написано, короче. Кто-то распечатал мои фотографии, я покажу, кстати. Принесли мои фотографии. А ты все подарки хранишь у себя, получается? Все, что, да, все, что мне дарили, я все у себя храню. У меня фотографий просто еще много, про что я говорил. Вот, принесли распечатанные мои фотографии и просили расписаться там, тому человеку. Ну, прикольно, короче. И прошло, получается, полгода, и в декабре меня позвали сделать сольный концерт в ДК в Нюрбе. Да, просто сольный, да. И вот мы поехали с ребятами делать концерт. Где вот из улусов, вот чем отличаются вот концерты от, допустим, городских от улусов, вот как молодежь реагирует, как вот нравится им такое, как вот менталитет больше концертный. Расскажи со стороны вот артиста, как вот смотреть на своих фанатов, как они реагируют. Смотри, в Якутске ты выступаешь каждую неделю. Каждые выходные, практически каждые выходные. А куда-то по районам едешь ты там раз в год, раз в полгода, может 2 раза в год. Люди тебя ждут, и туда не часто приезжают артисты, потому что ехать долго, там зимой тем холодно, много условий. И они тебя ждут, для них, представляешь, люди живут, и для них приезжают сейчас артистом с Якутии, для них ты реально вот, они тебя ждут. И ты приезжаешь, даешь им концерт, даешься, ты видишь эту энергию, которую они дают с первых минут, когда выходишь на сцену, ты видишь энергию, которую они тебе дают, и ты уже не можешь по-другому, тебе хочется больше им дать. И поэтому я очень люблю именно поездки, даже, допустим, тяжело 10-12 часов ехать, но когда ты выходишь на сцену, вот именно этот момент, он самый для меня такой... А тебя приглашают студенты или школьники, или как больше... Взрослые люди. Взрослые люди? В смысле, приглашают меня выступать? Ну вот да, вот для кого? Для кого? Да, вообще, если по району видим, там все приходят. Таких, да, вот таких вообще, конечно. То есть там и школьники, у тебя песни такие более-менее там без мата и без ничего, то детям... Стараюсь без мата. Наверное, есть. Да слушай, это есть взрослые, которые... Мне, кстати, подарили кружку, приехала девушка на года 3, наверное, старше, или 4. Привезла мне кружку, она сделала, меня слепили, короче, в шапке, с татуировкой, с серьгой, там, с кольцом, полностью меня собрали и сделали такую кружку. Она мне привезла, говорит, спасибо тебе за творчество. Говорит, о, как круто, себя по всей республике, условно говоря, знают. И где-то, наверное, слышали, я не знаю, точно не спрашивал. Где ты там еще раз был в Нюрбе? Еще где был? Нюрба, Вилюйск, еще что было же. Вспомнишь? Сакрыр, Жиганск. Около Жиганска еще одна ездили, поселок один, вот тут, не помню, Кыстатым. Сейчас все не вспомню. Ну вот эти все концерты очень были крутые. А за пределами Якутии это Сочи, Владивосток, Когалым, это Ханты-Мансийская область, Москва, Петербург. А сейчас куда-то зовут? Сейчас тут по городу выступления в основном, а вот именно сейчас какие-то запланированные поездки за пределы Якутии пока не знаю. Предложение какое-то появится, наверное, по-любому зимой куда-то. А куда тут приглашают, допустим, по организаторам? То есть кто обычно в основном зовет? Это же тусовка на самом деле, вот эти все организаторы, артисты. Они это заочно все знакомые уже. Очень маленькая тусовка на самом деле. И типа как на меня выйти легко, там, через кого-нибудь, в том же самом Инстаграме пишут, мне запрещенная в Российской Федерации, пишут, и все, и там согласовываем. Планируешь вообще на Новый год делать еще сольный концерт? Не знаю, и мне нужно больше музыки выпустить, больше хитовой музыки выпустить, больше такой именно концертной музыки. Я просто лирику очень люблю, и типа лирику одну петь на концертах, это такое, я понимаю, что мне нужно выпустить несколько треков хитовых, чтобы можно полноценно давать концерт уже. Это будет попозже. Потом, когда будет, попозже, да. За спиной у тебя сколько альбомов и вообще сколько треков в альбоме? У меня... Сколько накопилось уже на сегодняшний день? Сегодняшний треков 20 с лишним, наверное, выпущено официально. Не выпущено, не знаю, там треков 50, наверное, 40. Но я их не выпускаю. И слава богу, что не выпускаю. Почему? Там просто нужно много работать, наверное, много давать. Что-то уже не актуально. А альбом у меня, последний альбом Not Smooth, я выпустил его в Москве с чуваками там с Москвы, записал его там, это в прошлом году на день рождения выпустил 22 июня. А до этого выходил альбом Сапфир, тоже 5 треков там, и я выпускал его здесь. 2 альбомчика есть. Ну такие они как бы эпишки, маленький мини-альбом. Монетизируешь, вот расскажи про монетизацию треков. Там падает за квартал.
Мгм. И я стараюсь деньги не трогать, но когда нужны, допустим, я могу вывести. Но я могу вывести только со стран СНГ и только рубли. Доллары копятся, все, что по миру слушают, они копятся, и я их пока не могу снять. Но потом за все это время, когда откроют доступ, чтобы можно было снять, надеюсь, нормально все сниму. А берешь ли ты вообще рекламу, рекламируешь кого-нибудь? Или вообще предлагают вообще В смысле, кто-нибудь? я у себя рекламирую Да. кого-нибудь? Ну, предлагают вообще что-нибудь там, сделай нам рекламу, там, допустим, чего-нибудь. Ну, еду, там, бартеров, такую штуку. А, всякую. такое Да, есть? типа, да. Ну, чтобы конкретно человека такого нет. Ну, это так вот. Ну, в основном еда, там, что-нибудь такое. Попросил ли ты у кого-нибудь рекламу? Нет. Нет, ни Только, разу? ну, вот нет, не просил. Ни за деньги, ни за что не просил. Супер. Пока что, ну, надо, конечно, наверное. Ну, не знаю, посмотрим, пока нет необходимости. А узнают ли тебя на улице? Бывает ли такое, что вот какие-то смешные ситуации с фанатами были какие-нибудь? Ой, да, вспомнил, слушай. Не, когда ты входишь... Узнают вообще, да? Да, Бывает. да, ну, у тебя еще, понимаешь, полгорода знакомых. А, ну, Да, ну, Якутск. Вот. И да, конечно, узнают в плане, ну, не каждый день, типа, ну, вот если я там где-то буду ходить, могут запросто подойти, просто сфоткаться. У меня прикольная история, знаешь, с чем обожают таксисты. У меня Таксисты? прям, у меня прям приложение написано Москва. У меня Мгм. фотка стоит концертная там где-то, ну, точнее, со фотостудии, а ты такой крутой. И вот, и я сажусь, типа, и было такое раза 3-4, наверное, за Мгм. последние 2 года я сажусь, и включается мой трек. Или уже играет мой Реально? трек. Да. ну, ты уже популярный, получается. Ну, наверное, не знаю, если у таксистов играет моя музыка, походу, что-то делаю не зря. И бывало такое, что я в день рождения садился, у меня в день рождения вышел альбом, как раз таки в прошлом году, и у меня играет первый трек с этого альбома, MVP называется, я такой сажусь и просто MVP, я такой, и чувак разворачивается, улыбается, говорит, день рождения, я такой, спасибо. Блин, прикольная Это история. вообще круто. А еще было однажды такое, я ехал до друга отсюда, с дома ехал до друга, до центра, и я сажусь, мы все эту всю дорогу едем, и он под конец такой, типа, ну, с кем что-то знакомое, я говорю, ну, наверное, где-то слышишь, где-то я тебя видел. И все, он потом вспомнил, и мы с ним поговорили, разобщались, где-то полдороги ехали, общались за музыку, он меня спрашивал, чем я занимаюсь. И мы уже подъехали, и я ему говорю, куда переводить, он говорит, брат, оставь, говорит, давай сфоткаемся, типа, и пойдешь. Я такой, ну, он говорит, типа, нормально все. Он просто мной сфоткался и не взял с меня денег, и все. А ты вот если всегда стараешься, вот если фанаты просят сфотографироваться, там, ну, это даже если обязательно, состояние даже не Да, очинское, да, то есть да. для тебя важно обязательно уделить внимание любому Ну, это человеку. нужно, особенно когда ты Мгм. едешь по районам, с тобой там фоткаются очень часто. Вот, типа, в городе меньше намного в плане именно на выступлениях, Мгм. потому что я в городе, я выступаю, я сразу уезжаю отдыхать, там, или другое Мгм. выступление, допустим. А если вот по районам едем, мы же конкретно приезжаем на тот концерт, Мгм. и там приходит там весь поселок, либо весь город приходит, ну, грубо говоря, очень много народу. И они себя таким теплом и любовью встречают, но я обязан по-любому к ним спуститься, ну, по-любому. Я Берем выхожу, примеры. часик-два с ними провожу, и, ну, и тяжело, конечно, морально. Я потом вот такой выхожу просто. Ну, а я понимаю, что Каждому для там вот этого, энергию для этого поделиться. человека это радость. Ну, я Да. как могу, я сейчас сказать, нет, я не могу, я устал. Ты что, угораешь, тебе 20 лет, ты что? А как вот парни относятся вот, к творчеству, ну, как подходят, что говорят, Пацаны молодец, респектуют, братан, да? пацаны респектуют, Вообще да. любые. Ну да, они такие. Вот тоже, когда вот с Алёхминска крутые были парнишки вообще, там молодые пацаны, реально, они такие, блин, спасибо, они на вы еще все общаются, очень меня удивило. Хотя сам молодой чувствую. Уважение. Да, сразу как будто бы, чувствуется. ага, и вот они такие, можно с вами сфотографироваться сюда, и такие, мы стоим фоткаемся, я говорю, да ладно, пацаны, расслабьтесь, типа, я тоже, типа, молодой пацан, типа, чё, и хоп, такие применились, там, хоп, стоим, и такие, ты крутой чувак, и мне чувак подходит, у него, короче, очки такие были светящиеся. Которые светятся, я поняла, да. Светятся, и там какие-то, Мгм. короче, типа, схемы идут. И он такой, типа, это тебе за выступление, типа. Подарил? Он мне дарит, и я понимаю, что, типа, они дорогие, там, ну, не сильно дорогие, но это все равно, типа, это денег стоит. И я такой, дружище, То есть людям не жалко было дать чуть-чуть ну, вот себя, был какую-то такой чувак, вещь. я не знаю, как его зовут, я не спрашивал, но вот он мне вот так ударит, я ему говорю, чувак, спасибо большое, говорю, ну это денег стоит, оставь себе, они очень крутые, поэтому оставь их себе. Совет молодым ребятам, таких, может, Мгм. как ты, которые только начинают, которые боятся, стесняются чего-то, или вообще в целом для людей, какая должна быть молодежь, какой бы совет бы дал? В камеру скажу, да? Можешь сказать, да. Ребятки, мои хорошие, самое главное, будьте честны с собой и делайте то, что вам реально нравится. Не сверху навязанное кем-то, а вот конкретно, что вам хочется. Неважно, что это, любая профессия, любое дело, любое хобби, все, что вам нравится, идите к этому, добивайтесь. Однажды получится, поверьте мне. Я до сих пор прохожу этот путь, я до сих пор его иду, и я уверен, что у меня получится. И будьте вы уверены, что у вас получится. Ура!
классно. Я знаю, что ты даришь мерчи, даришь кепки, там что там у тебя есть. Ты делаешь сам стол. Расскажи, пожалуйста, про это. И мы хотели бы сказать о том, что мы разыграем в конце что? Мы разыграем. У меня есть свой мерч, бренд одежды Falcon Family. В общем, я его сделал своими руками. Я хочу его подарить. Это мой первый вообще такой световой короб. Как светильник идет ночник. Он довольно-таки ярко светит, он комнату легко осветит. Я хочу подарить одному из вас. Какие условия у нас будут? У нас будут по комментариям. То есть, если комментарии будут, получается, оставлять люди по генератору чисел, просто выберите. Любому нужно просто ставить комментарий. Оставляйте комментарий, и потом вам чьи-то вот этот достанется вот пупсик коробочка. останется. Я на ней распишусь, наверное. Да, Человечки распишешься в конце, подарим, потом да. это подснимем. И про то, как ты сам делаешь стол, как может, если люди хотят Ну провести это я твою это начал недавно заниматься. Просто мне стало... Я очень хотел, я в армии когда служил, я работал в деревообрабатывающем отделе, и очень хотел заниматься столами, полками, что-то такое. Сейчас появилась возможность, и я что-то пробую, делаю. И подарим стол кому-нибудь. В следующий раз мы подарим уже стол. Так, ну что, завершаем мы, наверное, наш выпуск. Как завершим его? Меня видно, не видно? С Меня вами был видно? Маскила, с вами была Дарья. И мы заканчиваем этот выпуск. Всем Увидимся пока. скоро. Увидимся на Оставляйте- концертах. И оставляйте комментарии. Да? Вы ребенок. Лиса Евгеньевна. 4-месячный. Ты посмотрела его? Все, хватит. Контент далее, хватит. Во мне много льда, кто его сможет растопить и не беда. Если буду всегда таким лед на века, и мне тебя не заменить. Так много льда, так много, мне так много льда, так много. Во мне много льда, пустил голову в угар, в синем море много плавал.